Если бабушки запели грустную песню о тяжелой девичьей доле, значит, в деревне праздник – свадьба. А грустные песни – это воспоминания о былых традициях. В старину девушка после замужества, как правило, больше не встречалась с родителями. Муж увозил ее в стоянку своей родни, и она уже не имела права уходить далеко от юрты. Башкирские свадьбы в деревне похожи на театральную постановку. Национальные костюмы, древние обряды – все соблюдается. Например, невесту из родительского дома везут через все село на телеге вместе со всем приданным, чтобы видели, богата она или бедна. Следом родня невесты – поддержка. У калитки нового дома уже свекровь поджидает, подушку под ноги подкладывает, намекает, чтобы невестка покладистой была. Ой, Мед и кумыс молодым преподносит, чтобы жизнь у них сладкой была, но в дом не ведет, пока приданное не проверит. Свадьба для всех праздник, кроме невесты. Для нее сплошные испытания. Первым делом ее на кухню ссылают. Чак-чак печь. Чак-чак – традиционное сладкое блюдо тюркских народов. Но у каждого из них лакомство имеет свое отличие. Так у башкир палочки толще, чем у татар. Башкиры чаще всего чак-чак не поливают сиропом, а мед отдельно подают. Время чай пить, да самовар пуст. Свекровь снаряжает невестку на другой конец села за родниковой водой. Но воду набрать непросто. Надо учтивость к старшим проявить, общий язык с хранительницей родника найти. Хранительнице достаются полотенца, а невесте коромысла с ведрами. Молодая должна красиво, не расплескав ни капли, принести воду домой. Если справится, вся деревня будет знать, что эта семья хорошую хозяйку взяла.